Assalamu alaikum saygılı dostlar. Hoş sefaga geldiniz. Hepinizni can yürekten selamlaymiz. Bizler için bugün Kenya'da özünün musafirçen kapılarını Alem Etno restoranı açtı. Teşekkürler bildiremiz ve ondan da gayrı bizlerini online şeklinde QTV YouTube kanalında seyretken, bizim içtimai ağlarımızda seyretken vatandaşlarımızı da selamlaymiz. Bugün bizlerde musafir olarak güzel bir, sevimli, bir Kırım Tatar Korantasında bilgen artist, bestekar, folklorcu Edip Ağa Bahçesaraylı. Keliniz alkışlayın. Sağ olun, saygılar, sağ olun. Sağ olun. Selam aleyküm. Aytmaz isteyim, saygılı dostlar, aziz seyirciler, aziz dinleyiciler. Hepinizge özümni minnetdarlığımı bildirmek isteyim kelgeniz için. Allah iyilikleringizge qaytarsın. Sağ olunuz. Sayılı dostlar, bugün tedbir devamında sizler de öz suallarınızı seslendirebilirsiniz. Edip Ağa onlarga cevap vermege hazır. Onun için suallarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ise Edip Ağa hakkında bir levhani seyretmege teklif ettim. Sonra ise suhbetimizden başlarımız. Ömrüm kervan gibi keçe kozum o günden. Balalıkta osken yerim çıkmay esimden. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizden bağlı. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. В 1988 году мы приехали с гастролями с группой Евсане в Крым. Это мое было первое путешествие в Крым. И приехав в гостиницу, остановились в гостинице «Москва», мы втроем, Наркет Рамазанов, Рустем Бари и я, приехали тут же в Бахчисарай. Потому что наши родители были родом отсюда. И когда я приехал в Бахчисарай, увидел красоту, увидел вот эту старину, побродил по улочкам, тогда у меня родилась эта песня. Это дом, в котором родилась моя мама, в котором она выросла. Мама родилась в семье музыкантов. Мой дед был дареджи, его братья играли на скрипке. Отца дом сразу за ханским дворцом, там наверху. Это Маалле, называется Асмакую. Семья отца – это семья ювелиров. Они всю жизнь занимались, мои деды, прадеды, деды прадедов моих занимались ювелирным делом. Отец у меня тоже был музыкантом, играл на скрипке и на трубе, он пел замечательно, знал фольклор. И вот его произведение ювелирки – это для меня застывшая музыка. По этим переулкам, по этим улочкам когда-то ходил, гулял, бродил мой отец. Эти камни, наверное, помнят это время. Мое детство связано с музыкой. А музыка в мою жизнь пришла в 5-летнем возрасте. Как так получилось, я играл на улице, и отец привез пианино. Меня отдали в музыкальную школу. Я тогда не умел еще ни читать, ни писать, но в музыкальной школе нашли у меня, определили абсолютный слух.
И это решило всю мою дальнейшую судьбу. Творческая деятельность, связанная с крымско-татарской музыкой, у меня началась в консерватории, когда я стал студентом консерватории композиторского факультета. Тогда меня пригласили на радио. Наш композитор, уважаемый Фюзиага Алиев, создал ансамбль «Яшлык». У меня было 2 произведения, это «Крымский эскиз» и песня на стихи Черкеза Алием. Но была одна проблема с названием. Я назвал свое инструментальное произведение «Крымский эскиз», а на Гостелерадио главный редактор попросил слово «крымский» убрать. И потом мне объяснили, что слово «крымский» было тогда под запретом. Нелер келді, нелер келер bu дүнияға. Халқың дағытылды бүтін Авропаға. Америка ve Асияда қалмады. Ne için Kırım ayt? Ne için? Öz yurtumda Tatar yaşap olamadım. Ne için Kırım ayt? Ne için? В один из теплых летних ташкентских вечеров мы случайно недалеко от театра Наваи встретились с Рустемом Фаизовым. Мы поехали к нему на дом Рабат домой, а его отец Рамит Юнусага был любителем крымско-татарского фольклора, крымско-татарской музыки. И он попросил меня поиграть свои песни. И вот когда услышал мои песни, он Рустему говорит: хорошо было бы, если вы создали какой-то крымско-татарский ансамбль. А в чем проблема? Давай создадим. И за короткий промежуток он нашел людей, я составил программу, мы нашли помещение, а нашли самых лучших музыкантов. Это был 1976 год. Начали заниматься, и в течение года мы сделали программу. И после этих концертов были разные мнения у людей. Кто-то говорил, что мы портим татарскую музыку, а кто-то был в восторге, такого не было, чтобы джаз-рок татарский звучал, чтобы там регги. Кстати, регги, это в Эфсане появилось первое. Да, мы хорошо понимали, что язык и фольклор сохранил нас как нацию. Мы, музыканты, в то время играли свадьбы, но после свадьбы мы узнавали, где кто другие музыканты играют. Ехали на машинах туда, чтобы, если старики наши работали там, мы их записывали. Я записывал это на ноты, я записывал это на магнитофон, я это запоминал. И занимался собиранием фольклора. Ну, не только я, каждый музыкант вел такую вот жизнь. К сожалению, после переезда в Крым это все прекратилось. В последнее время мне так жалко наш фольклор, потому что его используют кто как хочет. Ну, посудите, песня «Камыша бак камыша, сөнелесин янмыша». Анда öyle sözler var. Там такие слова есть. Çok dertlerге dayandım, buna da dayanmak керек. Это же такая трагическая песня. А все ее в веселом ритме. Çok dertlerге dayandım. Так поют. Ну, это же нельзя. Это же абсурд. И не хочу останавливаться. У меня творческая жизнь продолжается. У меня появляются новые песни. Сейчас над новым альбомом работаю. И многожанровый альбом будет. Нашим певцам надо задуматься, что певец должен иметь свои песни, по которым он будет узнаваем. «26 мая 1990 года я сел в самолет
с супругой. Мы уже навсегда покидали Узбекистан. И вот у меня в руках это кассета с этими песнями. Самая первая «Здравствуй, Крым» была. И в сумке это бобинная лента вот, со всеми моими песнями. И вот я сели в самолет, где-то впереди мы сидели. Я попросил стюардессу поставить эту кассету, только первую песню. И вот представляете, вот, полный аэробус, 360 человек, крымские татары сидят. Потому что тогда в Крым, в Симферополь только татары летали. И вот эта песня зазвучала, я сказал, погромче включите, вот эта песня зазвучала. И вот я смотрю в их глаза, я смотрю на их лица. И для меня это было тоже вторым потрясением. Первое потрясение было это, когда я увидел Крым. Вот. И второе потрясение, когда я увидел результаты этой поездки, результаты моего труда, результаты моих бессонных ночей. Подо мною плывет утренний дым, тучи белоснежных гряда, и несет самолет вновь меня в Крым, только теперь навсегда. Здравствуй, Крым, старый дом, и море черное, здравствуй, сонный лес и поля, здравствуй, родная земля. Семья, конечно, это святое. Семья у меня замечательная. Семья у меня трудолюбивая, красивая и любит очень музыку. Любит мои песни и поет мои песни. У меня уже появились внуки, уже старшему 5 лет, младшему 2 года. Я хочу, чтобы я хочу их видеть на сцене. Чтобы старший был Арслан Бахчисарайлы, младший Адиль Бахчисарайлы, и чтобы они пели мои песни на сцене. То есть, чтобы мой творческий путь не закончился, а продолжился в их жизни. Мне хочется, чтобы крымские татары еще глубже пустили корни на своей родине, и все наши последующие поколения жили и развивались у себя на родине. Я, конечно, мечтаю, но теперь я буду с удвоенной силой претворять все свои мечты в жизнь. Ah milletim, ben senin balanım milletim. Sen kısmetim, insafım benim ve kuvvetim. Nasıl dülbersin, dülbersin, dülbersin. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Dinim anımda benim milletim. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Dinim anımda benim milletim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Мына бойлы инсан бүгін бізден бераберлікте сөйлеріңізге жауап бермеге азыр. Эдип аға Бахчисарайлы сайғылы достар, да бір кере хош келдіңіз Эдип аға. Çok sağ olunuz бүгінгі тедбірімізге келгеніңіз үшін, іштирак еткеніңіз үшін. Сіз айттыңыз ки мына бұл сюжетте каждый артист должен быть узнаваемый. Вот ваши песни узнают все, ваш голос, ваша музыка. И от ваших песен действительно мурашки. И ваши песни становятся хитами. Если взять вот «Селям саңа Карадыңыз», «Чеберек Чинафе», «Крымские татарки», эти песни знают все. Как вы думаете, почему? Вы знали в то время
О чем нужно петь? Потому что под ваши песни мы и смеялись, и плакали, возвращались в Крым и обустраивались в Крыму. Вы знали тогда, о чем нужно петь? Вы чувствовали тогда, что нужно нашему народу? Ну, может быть, чувствовал, но, знаете, вот моя первая поездка в 88 году вместе с ансамблем «Крым» мы приехали на гастроли, я увидел Крым, а до этого я очень много литературы прочитал, начиная с времен Николая и кончая вот всеми этими путеводителями по Крыму. И увидел вживую Крым, вот это определило все. Я тогда решил в Бахчисарае, что я напишу альбом, напишу новую песню. И по приезде домой начал это. У меня все это быстро получилось. Мы в 89 году уже пели все эти песни. Бахчисарай Ралхлары, поедем Ялта, кофейня в Судаке, Здравствуй, Крым. Все эти песни. Вот буквально, ну, как был взрыв внутренний такой. И мне все это появилось. Я задействовал аранжировщиков, музыкантов, поэтов, чтобы это все быстро притворить в жизнь. И все это получилось так, что 89-90 год оказались годами переезда всей нашей нации, всего нашего народа на свою историческую родину. И вот такая история. Эдибага, вот основные для вас критерии хорошие, способные выдержать временем музыкальные композиции и песни, по вашему мнению? Ну, во-первых, надо очень хорошо знать свою профессию. Если ты этому посвящаешь жизнь, если ты певец, если ты композитор. Ну и, конечно, самое главное, надо язык очень хорошо знать. Вот, потому что мои первые песни, я сам писал слова. Вот, ну, их редактировали поэты. Ну, mesela вот Бахчисарай Ралхлары, Мейхане, Здравствуй, Крым, Милетом, это все мои слова, но поэты редактировали их, поправляли, вот это все. Надо знать свою профессию, надо знать хорошо язык, и надо чувствовать, чувствовать, что в определенный отрезок там люди хотят вот этого, люди хотят вот этого. Это тоже есть. Хотя я на это не очень обращаю внимание, вот, потому что у меня в разные периоды разные песни появляются. В общем, надо любить свою профессию, надо любить свой язык, надо любить то дело, которое ты делаешь. Эдибага, сіз Эфсане ансамбльны ярдымы ile meşhur oldunuz. Bütün Kırım Tatar halkımız arasında ve bana ayttınız ki 87 senesi bu ansambl teşkil olundu. 86 senesi biz toplaştık. 87 senesi oktyabr ya noyabr ayında bizim birinci konsertimiz Çırçık şehrinde oldu. Ama Kırım'da Бахчисарай şehrinde 90 senesi stadionda yanlışmasam konser olgan edi. Ну, ondan evvel 88'de biz kelgen edik. Bütün Kırım'da konsertler berdik. 89'da kelgen edik. Kene de bütün Kırım'a konsertler berdik. Ve 90. senesi biz endi ebedi Kırım'a koçkendi. Buna birinci konsertimiz Бахчисарай şehrinde stadionda oldu. Son stadionda Sovetskiy'de oldu. Stadionda Cankoy şehrinde. Böyle balaban sanalarda oldu bizde. Şimdi bir teklifim var. Keliniz aynı 90 senesi Бахчисарайда stadionda olgan konsertten bir parçanı seyredeyik. Такие все молодые. Падает якорь цепями звеня, и умолкает прибой. Ялта, как сын, встречает меня, Ялта, я снова с тобой. Годы пройдя, на пороге стою,
Город мой, как ты красив. Хочешь, как в прошлом, тебе напою старенький модный мотив. Все вместе! 44. Поедем, Ялта, 44. Поедем, Ялта, поедем, Ялта, купим там Балта. Что будем делать, господа? Поедем, Ялта, купим там Балта. Что будем делать, господа? Здравствуй, Дарсан, ай, Васил, Учансу, шумный седой рекой. Я вам поклон издалека несу, Ялта, я снова с тобой. К ялтинцам в гости спешу на базар, в царство инжира и слив. Память былого тревожит слеза и незабытый мотив. Все вместе! 44. Поедем, Ялта, 44. Поедем, Ялта, поедем, Ялта, купим там Балта. Что будем делать, господа? Там-тири-дам-тири-дам. Поедем, Ялта, купим там Балта. Что будем делать, господа? Там-тири-дам-тири-дам. Детство тропа пролегла над холмом, ветер листву ворошит. Здесь на утке есть старенький дом, где я родился и жил. Он устоял от несчастья и бед, тихо шепчу я, прости. Хочешь мой дом, я напомню тебе старенький модный мотив. 44. Поедем, Ялта, Обязательно! 44. Поедем, Ялта, поедем, Ялта, купим там Балта. Что будем делать, господа? Лам-тири-дам-тири-дам. Поедем, Ялта, купим там Балта. Что будем делать, господа? Лам-тири-дам-тири-дам. Sağ olun sayın dostlar. Анда көрдім ки массалар мен йырлап отырдылар, санки мелием ки бе юрекке келе бу йыр. Чоқ сау болыңыз. Ве унутмаңыз, суалеріңізні де сеслендіре білесіңіз. Эдип ағамызға олған суалеріңізні буйырыңыз. Эдип аға, бу йырның бір тарихы бар ма? Білем ки анда халк йыры да қошылды. Эмде yanlışmasam сіздің сөзлеріңіз. Яда насыл бу йыр доғды? Мына бірінші кере Қырымға келгенде, ол уақытта мен планлаштырдым на более яңа альбом язмаға. Ве ол уақытта Ялта ақында да жазачам дедім өз өзіме. Ondan evvel мен Ескендер аға оле бір чалғыжы бар еді, рахметлі, Алла рахметінде олсын, Алланың рахметінде олсын, Қарасуда. И о уақытта оның көрішкенде біз бүтін геже отырдық, йырладық бір-бірімізге. О уақытта ома бір халық түркісіні йырлады. 44 поедем Ялта, купим там Балта. Анда екінші куплет те бар. Поедем Одесс, купим Холодес. Это была шуточная песня еще до депортации. И вот тогда я решил вот из этого кусочка сделать песню как воспоминание о времени до депортационного времени. Слова написал Нузит Ага Умеров,
Вот, я написал мелодию, а вот этот кусочек, как бы вот человек приезжает после депортации в Ялту, видит свой дом, и как воспоминание: хочешь мой дом, я напомню себе. Старенький модный мотив поет. Кстати, когда мы эту песню писали с Нузетом Умером, он тогда был редактором Ленбарага, и вот уже заканчивали песню, уже вроде готово все. Я ему говорю: вот последние 2 строчки давайте поменяем. Он говорит: у меня уже времени нету. Я говорю: ну, Зетага, пожалуйста. В общем, мы с ним разругались, он меня выгнал с кабинета. Ну, а Блязага тогда сказал: через 2-3 дня приди, он все сделает. И действительно, через несколько дней я пришел, он меня увидел: давай, что там надо, быстро сделаем. Зашли в кабинет. А что там было в этих строчках? Ну, что хотелось поменять? Я уже точно не помню, но я же очень такой щепетильный, понимаете, очень щепетильный. Каждое слово должно быть на месте. Оно должно быть связано с музыкой. Ударения должны ударение в слове и сильные доли, относительно сильные доли в музыке, они должны совмещаться. Вот. И где-то мне показалось, что там не так. И поэтому я хотел. А Нузет Ага, он как поэт видит по-другому. Ну, а я вижу по-другому. Ну, Аллаха шукур, у нас все получилось. Эдип Ага, если вернемся к ансамблю Эфсане, как вы думаете, в чем был секрет успеха ансамбля Эфсане? Потому что это было новое. Мы привыкли к фольклору. Вот. А здесь хочешь тебе джаз, хочешь тебе джаз-рок, хочешь тебе регги, там, хочешь попса, фольклор. Все перемешано, все отдельно звучит, все перемешано. В общем, кто-то нас ругал, особенно в Черчаке концерт. У нас было 1-е отделение, 2-е отделение. И вот, когда был антракт, я вышел, переоделся. Ну, было 20 минут времени, переоделся, вышел в фойе, чтобы послушать, что говорят музыканты, что говорят наши старики. Разные мнения были, кто нас ругал, кто нас хвалил. В общем, ну, Аллаха шукур, мы состоялись, мы дали очень много концертов. Но жалко, конечно, в 91-92 году, после гастролей в Татарстане, кстати, нас там очень хорошо принимали, мы объездили, можно сказать, весь Татарстан. 10 концертов у нас было, и в Казани 2, и Набережные Челны, там, Бугульма, другие города. В общем, после этого концерта мы попросили Госкомнац помочь нам с аппаратурой, с костюмами. Но почему-то у нас, в общем, это дело не получилось, и тогда мы распались. У нас не было аппаратуры, не было костюмов. Хотя мы сами могли зарабатывать концертом, все, но вот так вот. Сколько лет просуществовал ансамбль Эфсане? С 86 по 92 год. Сәйгүлі достар, чекинмеңіз, суалеріңізні бере білесіңіз, қошылыңыз біздің субъектімізге. Егер суаліңіз олса, еліңізні көтере білесіңіз, біз сізге микрофонны берерміз. Эдип Ага, вы сказали, что в ансамбле Эфсане вы пели и рок, и джаз, и регги. Было такое смешание. Сейчас на что ваши творческие такие предпочтения нацелены? Ну, у меня сейчас очень много музыкального материала, очень много песен, очень много музыки, очень много, я даже вот балет, мне там несколько лет назад начинал, 4 номера уже сделал, там, тема любви, есть выход войска в поход, потом ночь перед сражением, в общем, такие у меня несколько номеров есть. У меня есть современные, ну, молодежь наша любит хип-хоп, R&B, другие какие-то. У меня такие примеры тоже есть. Это ничего не стоит. Многообразие жанров – это очень хорошо. В общем, я спросил у молодежи, как это все делается, какие там есть каноны, какие-то законы есть. И на основе этого, в общем, сделал свои песни. Вот, готовлю. Хотел
в этом году сделать концерт, в этом году 65 мне стукнуло. Хотел вот где-то осенью сделать концерт, но мой младший сын внес коррективы в наши планы, решил жениться в этом году, и поэтому сейчас вот ремонт, сейчас в сентябре сметался свадьба, и потом уже, я думаю, до конца года я это все с вашей помощью, кстати, Лилия Ханым, Ильзар Ханым, большое спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы такие большие дела делаете. Понимаете, я бесконечно благодарен вам. И, в общем, я думаю, что в конце года состоится вот мой концерт, где будут новые мои произведения, не только песни, и не только разные жанры будут звучать. Музыка, в общем, мне нравится, например, просто как бы вот говорят же, вот едешь в машине и звучит музыка, вот такую музыку тоже хочу. Вот заинтересовался, хочу такую музыку тоже сделать. Вот потом вот разнообразие жанров, дуэты, трио. Хочу. Одна песня у меня есть, Сабалар Хайр, хочу, чтобы ее спели все наши звезды крымско-татарской эстрады. Вот Светобла, мой друг, здесь присутствует. У него замечательная дочь, кстати, Эмилия. Вот хочу, она тоже, чтобы сама участвовала в этом проекте. Кстати, для Светоблы, его дочки, у меня есть «Эбеди Севги» песня на слова Ирвина Бекирова. Очень хорошая, она такой эстрадно-классического жанра. Вот. Я за Кларолсон сегодня не получилось, но да, не смогла. Но я думаю, в концерте она обязательно прозвучит. Вот. У меня сейчас почти что готов дуэт, уже я записал свою партию, свой голос на студии. Сейчас с Зорей Кадыевой мы дуэт подготовили. Вот с Рианой Тарковой у меня есть хард-рок такой, помните, Deep Purple такой ансамбль был. Вот у меня такой вот татарская музыка такого плана есть. В общем, с Рианой Тарковой я хочу исполнить. В общем, планов много, в общем, мечты, я думаю, сау болсын, все это воплотится. Алла версін hepsi bu мақсатларыңызға erişmege. Эдипаха, вы в ролике говорили, что у вас душа болит за наш фольклор. Вот говорят специалисты, что после депортации нам удалось сохранить лишь 30% песенного фольклора и 15% танцевального. Вы с этим согласны? Так ли это на самом деле плачевно? Ну, сколько процентов я не знаю, но очень много мы потеряли. Ушли наши старики, ушли музыканты. Кстати, вот все говорят, что наши вот певцы, артисты, кто поет на сцене, у них там у кого Сабрия Реджепова была учителем, наставником, кто-то Осман Асанов, кто-то Фивзи Белял, кто-то Рустем Меметов. Вот. У меня учителями были обыкновенные наши фольклорные свадебные музыканты. Вот у них я всему учился. Вот. И сколько песен потеряно, я точно не знаю, но много очень потеряли. И до сих пор у нас, знаете, я что хочу сказать, что у нас фольклора уже, можно сказать, нету. Наш фольклор превратился в эстрадный. Все, берут фольклорные песни, делают эстрадные аранжировки и поют. А сделайте записи с даулом, с даре, с сазом, кемане, там кеманче есть еще, сантор есть. Вот такие записи. Вот это наш фольклор. А из него эстраду делать, да, мы в Сане одно время делали, в таком жанре работали и Ялла, и песняры, и Ариэль ансамбль, да. Но эти времена прошли, это 70-е, 80-е годы прошлого века, а мы до сих пор живем в этом плане в прошлом веке. Вы сказали, что многому научились у свадебных музыкантов. Вот в то время, после депортации, в местах ссылки, именно, говорят, свадебные музыканты сохранили наш фольклор. И свадьба — это было целое событие для нашего народа, так ли это? Да, совершенно верно. К свадьбе заранее готовились, искали самых лучших музыкантов. И музыкантов таких, чтобы они все знали.
Вот моя покойная мать говорила, если я одну песню на свадьбе, на следующий день я с ней делился. Если не знаешь одной песни или мелодии, она мне говорила, сіз адамларны алдатып ақша қазанасыз. А сейчас, теперешние музыканты, вы знаете, я недавно в Бахчисарае, ну я аппаратуру тоже на свадьбе иногда ставлю. Вот я аппаратуру поставил, попросили, и весь вечер сидел в стороночке, там, за столом чай пил. В конце свадьбы хозяин свадьбы и его отец подошли, заказали музыкантам старые песни. Одну заказали, они не знают. Вторую заказали, они не знают. Третью заказали, они не знают. И я смотрю сейчас... драка. Вы помните, что раньше были драки на свадьбах? Если музыканты не знают, и Айптолса и таре на голову одевали, и скрипку ломали, и гнули трубы. Вот. И я вскочил, и подождите. В общем, сказал клавишнику, держи ля. Все 3 песни эти я спел, и он довольный, старик, мне его жалко. Ему около 90 лет было, он заказал несколько песен, музыканты, ну это нельзя же так. Он ушел такой довольный. В общем, фольклор нужно знать. Вообще в свою профессию нужно знать от и до. Тогда у тебя все получится. Эдип аға, сіз бүгін келдіңіз ве сізні йырлатмамақ бұл бір günahтыр. Onun için eğer mümkün olsa şimdi келіңіз bizler için yır bağışlаңыз. Çünkü мына sabırsızlık ile bizim misafirlerimiz de bekleyler. Buyurunuz. Я подготовил попурри на основе моих песен. Doğdum uzak illerde, hasretini bildim. Tozlu taşlı yollarda çapıp süründüm. Ben özümü araştırdım, omur degen ormanda. Daldım yırlar dalgasına, özümü taptım yırda. Ömürler gele geçe. Hem ağlayım, hem kuleyim. Şu Kırım'ın yollarında gezip toyup men yürüsem, Tatar'nın yüreğine türküler yırlap kürsem. Selam sana Karadeniz, yıllar geçip görüştük. Benim alım fena değil, tek başıma çalıştım. Ya sen deniz neler gördün, niçin gözün yaşlana? Ağlama sen, buzlar koçtu, yanı ömür başlana. Ya sen deniz neler gördün, niçin gözün yaşlana? Ağlama sen, buzlar koçtu, yanı ömür başlana. Meyhaneye erte sabah varayım,
şarap içip kene sarhoş olayım. Keçe ömrüm meyhanede kun künden. Meyhaneci bezmedin mi sen benden? Elim tutmaz, tilim dönmez kim gene? Meyhaneci koy bir kadeh içeyim. Elim tutmaz, tilim dönmez kim gene? Meyhaneci koy bir kadeh içeyim. Это особенная песня. Sana yüreğim açayım Zarema. Sevgi gönlünde saçayım Zarema. Seninle olsam sevinem Zarema. Dünya malım sen bir tanem Zarema. Seni görgende güzelim kuanam. Tatlı sözüne bir vakit doyalmam. Sevem, sevem, sevem. Senin aşkından başçığım aylana. Sana yüreğim kun künden baylana. Sevem, sevem, sevem. Beyaz bulut kokte, yel ardından yeter. O yaşlığım benim, beni taşlap gider. Uçkanına bakam, göz yaşlarım buz gibi ayrılık yüreğimni yakar. Ah yaşlığım, men balını oyalmayıp içtim. Ah yaşlığım, men yalını dalga gibi geçtim. Ömür kete, ömür kele, bana tilep sağlık, başıma kar sepe sepe. Uçup gitti yaşlı, uçup gitti yaşlı, uçup gitti yaşlı. Sağ olun Sayın Usta, sağ olun. Sağ olun. Edip ağa, sağ olunuz. Allah. Maşallah, sesinizge sağlık. Mına yırlarını men dinleyim de gerçekten de anda o kadar büyük manalı sözler var ve bu yırlarını hem özünüz yazasınız hem de bana ayttınız ki rahmetli Yunus Kandım yazaydı, Mehmet Nuzet yazaydı. Yani bugünkü günde Abdelaziz Veliyev, Ervin Bekirov, İsa Abdurrahman, Maya Safet, Edip Emir. Ana, endi unuttum.
Менде соавторлар, муэллифлер менен бери. Яшлар бар олардың арасында. Яшлар да бар. Çünkü bakınız yırlarını yazmak anda hem tilini de yaxşı bilmek gerek. Poet и поэт песенник. Это разные профессии. Evet, var mı bugünkü günde mına böyle salmaklı yırlarını yazgan yaş şairler? Бар яш шайырлер. Мына мен шынды bu yıllar içinde çok çalışam Mayıs ve birkaç türkü Ecep metnini yazdım. Lakin bilesizmi, мен ayttım, поэт и поэт-песенник разные профессии. Чтобы писать слова к песням, к музыке, нужно разбираться в музыке. Надо знать, в музыке есть свои каноны, свои законы. Вот знать эти законы, где правильно ставить слова. Например, вот я знаю, это в консерватории это не преподают. В консерватории преподают там симфония, кантаты, крупные произведения. А вот я это сам вот, в течение многих лет. Вот, например, вопрос-ответная форма в песне. Да? Как задать вопрос? Обязательно должна мелодия идти вверх. Тогда у тебя вопрос прозвучит. А на стоячей мелодии, или которая вниз идет, вопрос у тебя не прозвучит, хоть это будет вопрос. Вот, есть какие-то правила, у меня где-то 30-35 этих, я все записывал, есть правила. Вот эти. Так. Saygılı dostlar, anlayım. Bugün Edip ağamızga bakıp, dinlep, keyiflenemiz, rahatlanamız. Lakin suallerinizni de bermege unutmаңыз. Да, не стесняйтесь, Айдар аға, дорогие друзья. buyurunuz. если- Айдар ağamızga беріңіз микрофонны, lütfen. Эдибей, меня всегда поражало твое творчество. Сау болыңыз, Айдар аға. Меня тоже ваше творчество поражает. Оно пронизано ментальностью народа, характером, крымско-татарскостью. Вот. Это дорогого стоит, и немногим удается это. Но, конечно, здесь возникают вопросы, где источники вдохновения. Но мы можем догадываться, что именно твои работы были рождены не где-то в теплом Узбекистане, а именно в то время, когда народ уже возвращался, начал вот такую большую стройку. И в тяжелейших условиях строили, да, без какой-то поддержки. И вот в это время, это очень символично, рождаются вот твои работы. И они настоящие. Но я хотел о другом тоже сказать, что музыка, сердца музыки и скульптуры, как искусство объема, они находятся где-то рядом. У них есть много общего. И самое главное, это где бы они ни написаны были, когда бы ни написаны были, но есть общее это пространство, оно может быть большим, малым, и вот только в пространстве полноценно, наверное, мы можем слышать и музыку, и скульптуру. Не в наушниках, не в телефоне. Вот. И я хочу сказать, что музыка, она из всех искусств, наверное, на самом высоком пьедестале, потому что эмоционально она воздействует на всех. Вот. И не случайно всем известно, когда мы идем на концерты, в театр, выходим, никто никому на ногу не наступит. Очень вежливо. Ну, насколько это долго продлится, конечно, это зависит от общения человека с искусством. Сағалыңыз, я горжусь, что мы в одно время живем. И думаю, из двух блоков хочется задать вопрос, где черпает Эдип Бахтисарайлы, с какого источника черпает вдохновение? Çok sağ olun Sağ olun, Айдар аға. Айдар аға.
Айдар, я черпаю источник вдохновения в своей семье. Я черпаю источник вдохновения, у меня это наша Родина. Я черпаю источники в ваших работах. Я черпаю источники, рядом с вами сидит Айдар ага. Тоже большое дело делает у него свой музей. Он очень много вложил и средств, и сил в это. Я черпаю вдохновение в творчестве. Вот здесь сидит мой коллега Длявер Усманов. Я благодарен ему, что он всю жизнь был приверженцем татарскости, как вы сказали, в музыке. Да, Саул Длявер, такие люди, как вы, для меня, Ибраим Бекчиев, вы для меня, вы старше меня, сіз меня ағаларымыз. Я равнялся на вас. Спасибо за все ваше творчество, за все ваши песни, за всю музыку, которую вы исполняли. Рядом со мной вот сидит Сейтаблам Иметов, тоже замечательный наш человек. Этот человек с большой буквы, знаете. А потом уже он певец. Потом он певец. У него замечательная дочка певица. Я черпаю вдохновение в нашей интеллигенции. Такие люди, как Аблизага Велиев, покойный Нузет Умеров. Такие люди, как Зарема Трасинова, Сервера Бибубекиров. Такие люди, как Юнус Кандымов, покойный. Зарема Трасинова. Рамис Нетовкин. Это все вот у них, в их творчестве я черпаю для себя вдохновение. И, конечно, самое главное еще наш замечательный крымско-татарский язык. Сайгыл достар, кене суалер олса. Эдипаға чоқ сақ олыңыз, біріншіден айтмақ істейм. Нечін дегенде, мен Қырымға келгенде да осмыр бір бала едім. Ве 90-шы сенесінден башлап бұл күнге қадар сіздің түркілеріңізден бераберлікте остым. Студентлік девірі, чалышқан вақтынде, әле бұл күнге же аман-аман бүтін сөзлеріңіздің, йырларыңыздың сөзлерін білем дерсем олacak. Чоқ сақ олыңыз. Бөле суалым бар мүмкін олса. Эдипаға, сіз айттыңыз, сізні раатсызлаған шей фольклор. Фольклорымыз афсуски ғарип алды, зайыф алды. Яшларымыз doğru йырламай, яшларымыз doğru сөзлер ишлетмей. Бірінші суалым, мына бұл ақта яшларымызға насыл огретмек керек? Не yapmak керек? Бұл бірінші суал. Ve екінші суал, сіздің icadыңызın devam etecek, yıllarınızın da çok yıllar ileriye, yüzlerce, мен белесем 200 yıl o güne yıllarınız yaşayacak, yaşatacak talebelеріңіз. Бар ма? Olacak mı? Bu ақта бір қач сөз айтсаңыз, çok sağ olыңыз. Sağ olun. Bizim yaşlılarga bilесің, ең esas керек өз тілін білме. Самый столб вот это вот. Если они не будут знать языка, значит, они не будут знать, о чем поется в песне. Отсюда они... Надо любить фольклор, надо продолжать то дело, которое начинали наши предки, наши деды, прадеды, а потом пронесли это все, сохранили наши отцы в годы депортации. Вот. И такие люди, как Длявер Усманов, такие люди, вот Фивзиалиев собирал фольклор, Ильяс Бакшиш. Кстати, Ильяс Бакшиш мой родственник, моя бабушка покойная, отца, мать и Ильяс Бакшиш, они двоюродные брат и сестра. В общем, такие люди собирали, посвящали этому свою жизнь, а, к сожалению, наша молодежь этим не занимается. А ведь нужно, потому что после нашего поколения, вот Длявер Усманов, Ибраим Бекчиев, я тоже себя могу включить в это. Но кто останется, кто будет вот этим заниматься? Нету таких людей. По поводу учеников, вот знаете, я работал в музыкальном училище, я преподавал такой предмет, как гармония, это как высшая математика.
в общем, музыки. В общем, ну, не все понимают, этот предмет очень сложный. Вот. Мне хватило несколько лет, вот, и я ушел. Это не для меня, решил. Вот, потому что люди не понимают, я дополнительные занятия для них специально делаю. Еще несколько раз объясняю, все равно были такие люди, которые не понимают. А когда они будут экзамен сдавать, с меня же спросят. Поэтому я решил педагогической деятельностью больше не заниматься. И у меня на сей момент нет учеников, но у меня растут мои внуки. Мои внуки, и вы знаете, вот каждое утро они просыпаются, первым делом в ванну, чистят зубы и поют. Они поют, и поют не то, что вот звучит по радио, по телевидению, они поют свое. Они поют свое, сами на ходу сочиняют, одному 4 года, одному 6 лет, в общем, на ходу сочиняют, вот мои ученики будут. Вот, потому что если чужие дети, их нельзя ругать, а я строгий. Я строгий, понимаете, я же не могу чего-то ребенка там, отругать за то, что он что-то не выучил. А своих можно. Своих внуков можно поругать, и тем более они рядом. Их учишь все время, с утра до вечера. Машалла. Сейтаблаға, бuyurыңыз. Микрофонны Сейтаблағаға. Білесің, Эдип аға, біріншіден пек мемнунмын бүгін мұнда болғаныма. Çok sağ olsun. Ben de kadar. Мен хатırlама істеймін, 90-cı yıl. Ақылыңыздамы, Самок кіші соқағы, біздің театрымызда бірінші жыллары Эдип аға келе дипломатмен, бір дипломаты бар еді, қаража дипломат, ачо дипломатынан да кассетлер, толы дипломат кассет. Ақылыңызда ма, Эдип аға? Мына сізді Қырымын айланып жүресіз, адамларға тарқатыңыз мына бұл кассетлерін. Чисто символическая цена там за кассеты, по-моему, там стоимость кассет. Мына ол етіп бұл кассетлер, мен білесем, тек бізге бермедіңіз, башқаларға да тарқатмаға бередіңіз. Бұл кассетлер әрбір қорантада біз бетон қоямыз там, огородта çalışамыз. Әр вақыт бойырлар яңғырай ve ruh көтереді. Эдип аға, сау бол жаным. Allah razı olsun. Просто sonra мен hatırlayayım Яңғыс Yıldız спектаклімізін. Bilal Şevketович rejissör olarak bu Özbek piyasası, biz Özbekistan'dan aldık bu piyasanı. Hem de bu iş boyunca men Bilal muzikani kıdıra. Men aytamam Bilal Şevketович. Edip Ağa'da bir muzikası var şimdi. Nasıl diyeyim? Недавно как бы, да, написано элегия. Элегию я посвятил Раметли Юнус Кандил'e. Да. Bu elegiyаны eşitkende men tenim titredi, bilmeyeyim. Tek benim değil de herkes eşitken insanların teni titredi bu muzikanı eşitkende. Men Bilal'a aytdım, davay eşittik bu muzikanı. O eşitti, birinciden sırada girdi. Davay, şimdi alsak ne olacak? Edip Ağamız ne der? Son Edip Ağa'a telefon açamız. O bizge ruhsat verir. Son bu leitmotiv olarak bizim piyasamıza giriyor. Sağ ol Edip Ağa. Allah razı olsun. Ve çok sağ ol. Ellerin dert görmesin, elinden kalemin düşmesin bir vakit. Sonda Kalemin değil, ben şimdi kompüteri, все на компьютере. Elinde ana sıçan, mışka. da, mышканың düşmesin. Son ana çalgıcı, toy çalgıcı hakkında aytasın. Mına bu bir күн evvelsi Kırım gazetasının doğulgan күні еді. Bir anda ne de Бақсары tarafta oturuş oldu, anda hatırladık. Enver Ağa Şerfedinov aytқан екен. Балалар, тойдан
Кавгасыз качып кетмек бу да акайлык. Doğru, doğru. Doğru. Doğru, doğru. Onun için bilgi gerek. Evet, Eğer sen evet. bir iki türkü bilmezsen son kötek çıkar. O başlayıver zamanlar var. Sağ ol Edip ağa. Allah razı olsun. Sen de sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol. Да, я хорошо помню эти времена, да, как я первый альбом написал. Мне хочется, что этот альбом разошелся. Вот, я привез эти пустые кассеты оттуда, все это записал. И вот хожу, распространяю. Я еще тогда, 90-й год, я только переехал, я никого не знаю, где татары живут, не знаю, где участки. И, в общем, распространял эти кассеты. Потом у меня вот еще вот здесь есть. Вот, это фольклорный мой первый сборник был. Вот здесь цифра 1, вот я его в мусульманский зеленый цвет сделал. Хочу вот такие вот, как помните, вот Алишера Наваи, Фирдауси, разные вот в Узбекистане были сборники. Вот такого плана я хочу вот песни свадебного обряда, песни депортации там рожденные, разные там музыка самая. Хочу второй хочу цвет национального флага сделать. Вот такие сборники, вот хочется выпускать. Вот караоке, я 2 караоке издал. Вот такие были. Сейчас у меня 3 тоже готов. И караоке моих песен тоже я сделал. Но я не знаю, может быть, Карадыгис тоже мне поможет в этом вот, в издании вот этих караоке, потому что это тоже для людей хорошо было бы. Дома сидеть, петь, музицировать. Машалла. Мына айтыңыз кем жиынтықлар шығарасыңыз, hem çok yıllar devamında siz bizim folklorumuzni toplaysınız ve yakında siz variyet folklor ansamblini teşkil etken ediniz, birkaç konsertini berdiniz hatta. Şimdi bu ansambl nasıl yaşay, nasıl onun devamı devam ete desek de olacak? Ну, білесіз, вариет чалғы тақымы мы существуем, но у нас сейчас немножко такой проблематичный творческий, можно сказать, отпуск, потому что у нас, опять же, нету аппаратуры, костюмы нам пошили, помещение нам предоставили, где репетировали с Аусом, Шен Шекетн, Баши, Серан Усманов, наш бизнесмен, нам помог, очень много помог с Аусом. Вот сейчас у нас в плане записать музыку, вот концерт, нашу программу, вот Карадыгис нам руку, Карадыгис Продакшн протянул руку, вот сейчас мы ждем, когда у ребят будет отпуск, когда я немножко свой самый ремонт закончу, и записать вот это, и дальше там видно будет, как мы будем жить, как мы будем творить, как мы будем концерты давать. В общем, оно Allah kolay getirsin. Sayılı dostlar, daha sualler var mı? Мүмкін болсам да мен бір қылып Buyurunuz айтайын. Айдар аға деп. Білесің, сайғы достар, Эдип аға дегенде Қырымда бүтін дүния епсі білелер Эдип ағамны. Onun үшін Эдип аға дүния тұрған тұрыңыз. Олғаныңыз үшін çok sağ olыңыз. Ерлағаныңыз үшін, yazғаныңыз үшін бең тешеккүрлер сізге білдіреміз. Ama білесің, мен бір режим бар. Бәлкім бұл үкімет тараптан білмеймін, оларым олмасын. Иш адамларымызға сіз барсыз. Мана Дәбер аға Османов, сіздер бүгін барсыз. Білмегеншілеріңіз асылда жоқ. Мен белесем ки сіздерге более вазиет япып да, сіздерге бұл студия беріп, отырытып, чалғыжылар беріп, епсімна более дүлбер фольклорны епсіні yazып алмақ керек. Onun үшін режи адам бар, бекім иш адамларға келіңіз, бойынсаларға қол тұтайық. Олар білмегеншілері жоқ. Олар бүгін қалдырсалары бұл шилеріні әбетте біздің келешегіміз олacak. Біздің яшыларымыз әбетте епсіні бережеклер. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olun Айдар аға. Знаете, нам нужна, я вот с 90-х годов я бегал вот, в Госкомнадз, все, кто руководители были, начиная с Адаманова и до последних, вот, кто там, Заур Смирнов был, вот, Сайдер, с типа я не знаком, к сожалению. В общем, я бегал, составлял сметы, я хотел, чтобы у нас была у нашего народа национальная студия, чтобы при этой студии
работало несколько человек. Например, 2 аранжировщика, 2 поэта, 2 режиссера, 2 оператора, чтобы они получали зарплату. И лет 10, чтобы наши молодые таланты, если башла адамлар келіп, бесплатно записывались. Самые наши талантливые люди, чтобы приходили, записывались, потому что на студии записаться, друзья, очень дорого. Это десятки этих с нулями нужно заплатить на студии, чтобы это аранжировка, это нужно сочинить песню, слова написать, записать слова, записать вокал, записать бэк-вокал, записать сольные инструменты. Очень 8-10 человек задействованы, каждому платить нужно. А если бы у нас была национальная студия, это все, мы бы были далеко впереди планеты сейчас. Вот, поэтому нам нужна национальная студия, чтобы хороший пульт, хорошие магнитофоны, хорошие колонки, микрофоны. Все вот это нужно, чтобы двигаться вперед. Чтобы все вот это... Главер тоже в этой каше, как говорится, крутится, он тоже это прекрасно все знает. А так, у меня дома домашняя студия есть, но это для того, чтобы сочинять музыку. А чтобы записать, это надо в другом месте записываться. Для того, чтобы сочинять, у меня есть дома студия. Дилавер ағамыз да бір қатшы сөз айтмаға істей, бұйырыңыз, Дилавер ағамыз. Добрый деп, çok sağ ol, что-то есть. Çok sağ olыңыз келгеніңіз үшін. Мен бек ғұрырланам, сіз айтқан кебі. Бөле адамлар аз, біздің бірда не десең де олап, мына бұл фольклор темелін неткенде. Ну бар бізде, как уралар, нелер, елар. Бір адам өзін несі бар. Как уран қиметі, мына бұнда. Демек, детский ансамбль, бірінші мен шаям, оны бестекер. Екінші Қырым ансамблі. Едіп, общий национальный, умуми біздің халқымыздың несі, юзі. Бүтін дүнияға мүмкін мұне көрсетмек оны. Юзым қызарма башлады. Жоқ, мен мақтап та дегіл, мақтап та мен қимет кесем шынды. Кім есть, кто есть, кто, кім. Аны оны өзіңе честно айтсаң, сон доғыр елда жүресің, өзіңе мұна бұл теңқит япқансың сен. Yüzün açıla. Tenkit yapmasan özünü, birbirlerinin керек mi tenkit yapmağa? Özünü керек. Kıymetini bilmek, tenkit yapmak, это вот оценку себе давать, критическую. Айтacağım, mında çok fikirler oldu. Bana bu nasıl, bana men ne demek, maksadım kaldırmak, bu nasıl kaldırmak, nasıl beslemek. Bana bu Бірінші Қарадеңіз пек балабан іш япа, мына бұл жанлы сез, ондан евел татлы сез еді. Шынды менде фікір доғды, енді мына бұл татлы сез, жанлы сез, мына бұл бірінші біздің балаларымыз, енді мына келді, қач жылдан берлі, демек, о темелі олды. Ел чыға, ем чыға жақ, иншалла. А мына бұл ондан зияде балалар, өсмірліклер олсын, нелер олсын, башқа, в другом возрасте люди, они тоже, если бы нуждались, и была бы полностью охвачена вся нация. Но айда, сечіп алайық, ішінден істедатлы, мына бұл, істесең 70 яш олсын, істесең 15 яш, істесе 20-30 яш, 40 яш олсын. Ама істедатлы мына бұл сечілген, Қарадеңізге бұл ғайым, оларын да сечіп егер алсам, бұтын Қырымдан дегіл, белки мына бұл қолайлы ерден башламақ. Мақсадымыз не? Мақсадымыз оларға, халқымызға беслемек, мына бұл халық түркілерін популяризация yapmak үшін. Через телевидение, через большой зал, бір елда бір концерт, яда екі концерт болса, мына бұл. Бұтын неміз, мына АТР телевидение оғанда насыл халқымыз кечті. Сына бұл келген соң дүмп етіп түштік. Ана оле шындық көтерілмек керек. О қарамаңыз, ау неге. О бүгін бар, женк, ярын бітер, керек халқымыздың көтермек. 10 ел, 15 ел, 20 ел кешкен соң, несіл өскен соң оларға керек ме? Мына бұл вакуум, оларың мына бұл несі, пустатасы заполняться еті, башқа. Мына бұл тойда біздің милли неміз, санатымыз. Олеші олырым, олеші олмаз. Милли санат тойда олмай. Тойда ола халық. Халық демек несі, как это традиция дилер.
мерасимы, халық мерасимы болғанда. Милли санат ола милли неде нацияда. Onun үшін мына бұл милли нацияларын Эмир бар композитор, Халитова бар композитор, Жемил Кариков бар, оларын да ұмытмамақ керек ме? Чүнки олар біздің национальный неміз, не дейлер, байлығымыз, қиметіміз, біздің yüzіміз, біздің неміз. Мен умуми санат тек алам, музыка санатын. Башқаларын жаныңыз ауырмасын, оларын айтам, бүгін музыка. Onun үшін мына бұл пікір тоғылды, башқа возрастной нелерінде, истидатлы адамларында, яйла бойында дегіл, о халық передачасы, амына бөле Қарадеңіз телевидениясын яқшы етіп көстермек и популяризация етек бұтын халқымызға. Соң халқымыз жошар, башылар бірінші, едіп айтқандай, бірінші бет темелі нетмекі езік халқымыздың тілін. Мен айжанланам шынды, тілін да ұнтам енді. Тіл дегені езік, оны да ұнтам. Бағышлаңыз. Оның үшін біраз сықылам. Оның үшін мына бөле ғайы Қарадеңіз да лап етеріміз уақында мен оны не қадар, мына бүгін ерладың сен. Өмірлер келіп кече, яда екінші ер мына енді мына яшылығым, қайда менің яшылығым, мен де бір уақыт яш едім. Ана оны яшылығымыз енді жоқ, біздің енді қартымыз, жалбашыларымыз бізге керек қалдырмақ, мына ең бірінші. Қалдырмақ үшін бізге ярдым етмек керек. Біз ұстаз оларақ, олармен çalışайық. Ең есасын айтмадым. Біздің фольклористлеріміздің тек кішкене балалар дегіл, енді мына бұл балалар башқа нелер, возрастларға да ұстаз етіп сайлап, жан жүректен біз олармен çalışып, шығарармыз оны. Оле бір интересный olur o. Көрерсіз, иншалла. Sağ olun, çok sağ olun Dilaver ağa. Sağ ol, olğanın için, senin icadın için çok sağ ol. Tiz çökem seni aldığımda. Sağ ol. Şimdi ise daha bir sualimiz var. Afize buyur. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Hayırlı günler. Başta bir Elzara Hanım'a, Velere Hanım'a çok teşekkür bildirim. Böyle muhteşem görüşmeler geçiriyorsunuz. Bugün bana ilk dakikadan başlayıp gözlerim nasıl doldu, o kadar heyecan, o kadar duygu içimde taşıp gitti. Çünkü sizin türküleriniz zaten gönüller taşıttıra. Başta bir Dilaver ağanın sizin aytқан lafınızға benim şahsen böyle bir umutum var. Sizin aytқан büyük işler bu iş adamlarının yapabilecek işler değil. Men umut etem devlet bizim olacak ve biz Kırım'da Kırım Tatar konservatoriyalar kurarımız, siz Dilaver ağa ve başka bizim ustalarımız anda güzel talebeler yetiştirirsiniz. Biz indi men belesem çoktan böyle bir şey yapmak gerek edik ama demek hayırlı vakit bizler için endi keleyata. Öyle umut etem. Son Edip ağa, benim sizge sualim değil, tilegim var. En başında siz ayttınız bu yıl siz büyük bir konsert yapmaya istegen ediniz. Lakin belli bir sebeplerden biraz başka vakitke sozula. Belki bunun da bir hayırı var. Çünkü men umut etem sizin konsertiniz kapalı bir yerde değil, kapalı bir teatrda değil. O açık, bizim serbest bir meydanda olur. Ve siz umum halk konsertini yaparsınız ve bu umum halk bir büyük bayram olur. Böyle tilegim var, istegim var. İnşallah bu günlerini de görürüz. İnşallah. Sağ olun. Çok sağ ol Afize. Men gördüm daha sual vermege istegen musafirimiz var. Buyurunuz. Men айтмаған істеймен. Оказывается, не только нас, простых смертных, бортуют, за борт кидают, старухами называют. Оказывается, таких знаменитых артистов вас тоже иногда не принимают. Бізде Бүйік Бейхан ансамблі бар, Бүйік онлардан. И біз фольклорный ансамбль организовать еттік. А у фольклорный ансамбльны не yaşlar принимать етті. Қартларда өзін сықылып, четке ұра берелер. Біздің
вақыт шетке қақалар. Мен істейменкі, вот біз қартлар, ескі ерларына бек көп қарт адамлары талантливый. Бек чоқ ерларыны біле, татар ерларын, ескі ерларына, фольклорны именно ерларына. Башласақ ерламаға, или анаудай сіз айтқандай рекет олады, қошыла, мынаудай эстрада ма, да, бір шейлер ма. Вот мен де істеймен, чтобы біздің халқымыз вақыт фольклорный ансамбльге чоқ мына қырым татар қартларыны қошсын. Бақыңыз, не қадар ұрыс ансамблі бар, бабушкалар ерламаға білмей, топал, қиыш. Ал олар ерлай, оларны продвигать етелер. А нечін біздің қарт бабушкаларымызны, старухаларымызны ортаға қошмайлар. Вот шоны... Бұл суал еді? Бұл суал, Бұйрыңыз, Эдип аға. Не үшін ойлы ола? Білесің, бұл үкіметінен бағылы, бізде Министерство культуры деген. Біздің адамларымыз анда чалаша. Вот смотрите, вот на протяжении с 90-го года, да? Вот я когда в самолете летел, и у меня мысли были, вот сейчас все переедут в Крым, у нас будет своя консерватория, своя филармония, свой симфонический оркестр, свой камерный оркестр, своя опера, свой балет, свои фольклорные ансамбли какие-то, свои музыкальные школы, училища. Мы хоть музыкальную школу смогли построить? Это первая необходимость. Вот это слово «берлик», у меня вот как-то, я к нему отношусь очень так вот. Вот. Оно всегда звучит, оно везде, повсюду, нас сопровождает, но смысл этого слова, по-моему, не понимают люди. У него свое значение есть. И поэтому вот на протяжении 30 лет мы занимались... Сколько у нас в один год было? 9 фестивалей международных. 9! На наш Крым маленький. Сколько туда денег ушло? А могли бы другие дела делать. Работа на будущее. Вот это должно быть в приоритете. Тогда будут и бабушки, и дедушки петь, и молодежь будет, и совместные концерты будут. Кстати, совместные концерты, вот, и молодежь, чтобы, и если башлы адамлар, когда участвуют, вот это в сравнительном плане очень хорошо смотрится. Вот люди начинают анализировать, какие были песни, какие сейчас звучат, эти хип-хопы, там раньше был фольклор. Вот это очень было бы хорошо. Эдип аға, мына айтыңыз ки проблема, біздің яшларымыз тілні білмейлер, фольклорны білмейлер. Белки бұл тілні білмеген себебінден олар фольклорны аңламайлар, фольклорнен мерахланмайлар. Яғни чүнки бүгінгі күнде қайдан біз огрене білеміз тілні. Қырым татар тілінде шыққан программалар бізде жоқ десек те олacak. Ең есас бұл айледе, Хорантада, мана башлық бар. Хорантада Ақай апайына айтсын, апай, сен балалармен уğraşасың, женщина дает воспитание в семье. Вот пусть учит. Олармен берабер чалыша, мана, Қырым татар тіліні, анау традицияны керек, яңдан. Вот ең есас мана бұл. Телевидение, радио, другое там, где-то кто-то на филологическом учится, это уже потом, там, конечно, мы надеемся, что у нас в будущем будет там свои эти... Лилия ханым, buyurunuz. Siz şın yerladınız, yaşlarım uça. Galiba siz yanlıştınız. Yüreğiniz yaştırdan, pek yaştır. Yüreğim, men вақыт, қайда çalışsam, мен сұрағанда
Эдипаға яшыңыз қашты сұрағана мен деймін, мен 18-ге келгенде, вот есть такой счетчик времени, я его поломал дейді. И вақыт 18-ге келді яшым деп, анау халқымыздың түркісі бар да, мана более ерлай. Сегодня много говорили о фольклоре, и я поймала себя на мысли, что я не совсем согласна. На мой взгляд, культура, и в том числе музыкальная культура, но любого народа, это глубокий колодец. И каждое новое поколение черпает из этого колодца, добавляя что-то свое. Вот молодежь, вот вы приводили Камышем песню, они вот так услышали. Да, может быть, наш старшего поколения, Дайан Махкерек, мы же свои беды в это время вспоминаем. А он, может быть, первую любовь вспоминает, что он натерпелся от первой любви, она его бросила, Шиндан Дайнаджах. Они же, пусть они делают, пусть они экспериментируют, пусть они перекладывают. Фольклор, изучение фольклора – это не, по большому счету, не профессия исполнителя. Фольклор – это наука. Этим должны заниматься специалисты. Его нужно научным образом собирать. Этим институты занимаются. А не просто молодежь, которая хочет взять в руки микрофон и спеть и поделиться своей радостью там. И слава Богу, что они у нас фольклор поют, они его переделывают. Ну, некоторые считают, что уродуют, но они его знают, хоть что-то, они его поют. У нас у половины молодых исполнителей, половина репертуара – это фольклор. Где еще, у какого народа вы это сейчас увидите? У них там только 3 кусочка там колбаски, которые до сих пор, это высохшая колбаска в разных вариантах звучит уже 30-40 год. И нам, конечно, мы обязаны сохранить и собрать остатки своего фольклора. Но давайте обращаться к другим. У нас есть целый университет, где есть филологический факультет, у нас есть целый институт, при этом университете целый институт филологии. У них есть ресурс, инструмент, человеческий ресурс. Они каждый год могут каждое лето отправлять этнографические экспедиции по тем старикам, которые еще живы, и собирать от них. С них надо спрашивать. И если бы музыкальное сообщество выступило бы с такой инициативой, если они до сих пор... Я думаю, что кто-то делает, наверное, это, только мы еще не видели какой-то обобщенный результат такой работы. Нужно это требовать. Мы можем сколько угодно ругать молодежь, это мы уже в таком возрасте, когда мы это всегда... Да, что это прям любимое занятие, молодежь поругать. Но давайте из себя спросим. Есть за что. Но давайте из себя спросим, а мы что сделали? Да, на нашу долю много выпало, и возвращения, и нам некогда было музыкальной школы. Мы все эти годы мы только боролись, то за одно боролись, то за другое боролись. Но молодежь, пусть она идет своим путем, но при этом оставаясь крымскими татарами. Чоксалмыз. Чоксалмыз, Лилия Ханум. Лилия Ханум, но вот по поводу, все-таки я не согласен, по поводу Камыша. Вот для вас что главное в песне? Я вот все слова не помню, но вот эту фразу, что biz dayandık, dayandık. Я вообще чуть ли не каждый день эту фразу цитирую. И я ее вообще с песней не ассоциировала, серьезно. Она уже, по-моему, в нашей ментальности, да? Без оле шилерны даяндых, без нелерни даяндых, поэтому она стала просто цитатой. И вы вот сегодня... Я вообще не слышала этой фразы в этой песне. Это вот такие у меня уши, видимо. И для меня, то есть, да, это, наверное, мне надо себя поругать, потому что я песню Камышем воспринимала тоже как веселую. Оказывается, часть этой песни, вот эту фразу, которую моя бабушка... Не часть этой песни, она вся песня. Вся песня такая. Мой папа, моя бабушка,
Я теперь употребляю. Ну, может быть, давайте вместо этого употреблять вот этот новый модный такой, модную фразу. Без храмтатармас через натопармас. Не, ну все равно для меня вот спустя вот годы, раньше для меня мелодия была. Я мелодист сам по себе. Для меня самое главное была мелодия. Но спустя годы для меня на первом месте слова. Смысл песни стоит. А мелодия второстепенно. А аранжировка вообще сзади. Это как бы дополняет. И поэтому, вот представьте, вот я сегодня пел для вас «Селям сан Карадыгис». Вот давайте я ее весело спою. «Селям сан Карадыгис». Вот так вот спою. Вы воспримите ее? Не воспримите. Вот поэтому в каждой песне есть свои слова, свой смысл. Поэтому и она связана с темпом, с какой-то другой характеристикой музыкальной. В общем, и поэтому вот молодежь, она не знает языка. Вот это самая главная проблема. Они берут любую песню. Кстати, вот песни, которые они используют, они ограничены. Там самое много 50 песен, а у нас их сотнями много, 800-900 тысяч мелодий песен. А где остальные? Они не в работе, они забыты. Вот и поэтому «Варет ансамбль», вот я собрал для этого, чтобы возвратить все это, то, что я собирал, то, что для Вер собирал, другие, все эти песни. То, что у меня до сих пор, вот, знаете, на салфетках написано нотный стан и записана мелодия прямо на свадьбе. Где-то по-другому я записывал, где-то запоминал, где-то там на листочке тоже. Все это я храню, у меня все это есть. У нас еще есть немного времени, может быть, мы успеем все-таки сами сделать. Вот мы быстырышамыз, біз тик бұны япма. Ләкин бізге мана Давер айтқандан бізге ярдым керек. У нас финансы, мы не бизнесмены, мы не банкиры, у нас нету. У нас есть багаж, у нас есть знания. Все это, чтобы восплатить, нужны финансы. Вот все. Но мы вспоминаемся, мы стараемся. Вот для Вер сколько на студию у него денег ушло. Он бы сейчас жил бы в хоромах и ездил бы на Мерседесе. И я то же самое. Но мы вкладывали. Вы знаете, на студии, чтобы просто вот пойти записаться, 25-30 тысяч нужно отдать. А кроме этого еще сочинить надо песню. Там автору платить. Автору слов, потом еще музыканты есть, потом еще сведения есть, потом еще бэк-вокал есть, потом еще голос надо равнять. Это 8-10 человек участвуют. И всем платить. А потом радуются, а что там песню написать, а что жалко, что ли? Вот такие мысли, слова слышишь, думаешь, что Эдип аға, бүгін пек чоқ яшларны соғдық, пек чоқ тенқит еттік, ләкин есть за что похвалить, есть что радовать? Конечно. Давайте, конечно, поделимся. Конечно. А это в смысле похвалить молодежь? Конечно. Конечно, ну как это сам? Но их и ругать нужно, и хвалить нужно. Ну давайте похвалим. За то, что вообще, за то, что они есть. Это наше будущее. Это наше, как вам сказать, они те, ради чего мы живем. Понимаете? Это будущие носители нашей идентичности, нашей культуры, там, музыкальной, там, другой культуры, нашего языка всего. Это наше будущее. И поэтому вся наша надежда, вся наша любовь связана только с ними. И поэтому Алла қолай кетірсін, жоллары әрдайым ашық болсын. Алла оларға uzun өмірлер, қави саулық берсін. Потому что без этого далеко не уйдешь. Самое главное – это здоровье. Чтобы они были живыми, здоровыми, чтобы они были многодетными, чтобы они строили свои дома, чтобы они пускали корни на нашей земле. Мына яшларымыздан бірі енді суал бермеге істей, бұйырыңыз. Вот я хотела в защиту молодежи сказать как раз. Я тоже связана с музыкой, и в моем окружении
вся молодежь, которая меня окружает, поют в основном фольклор. Их действительно это интересует, и мы когда собираемся вечерами, мы поем именно фольклор. Тут, наверное, вот Сагын Лилихану, вот она поддержала. Тут, наверное, больше вопрос того, стоит ли переделывать фольклор или нет. Вот, например, как пример сейчас говорю, Джамала выпустила альбом «Хурам». Очень много людей его раскритиковали в пух и прах и сказали, что так быть не должно. Хотя, если посмотреть, оркестровая работа там очень хорошая. Тут вот, наверное, больше вот проблема в этом, стоит ли переделывать или нет. И вот мне вопрос к вам. Естественно, стоит оставить часть оригинальную. Она должна быть, это наша культура, это наше наследие. Но стоит ли переделывать вот в таких обработках, в оркестровых, может, не знаю, не обязательно какие-то хип-хоп, джаз, не до такой степени, но вот в более лояльных, более легких, но переделывать, чтобы молодежь все-таки это как-то продвигала. Вот, наверное, у меня вот такой вопрос к вам. Ну, знаете, я с проектом Джамалы был знаком, когда он еще в зародыше был. И я для себя сделал тогда еще вывод, что так вообще-то не должно быть. Не должно быть, но это уже, как говорится, каждый сам себе хозяин. В общем, и я еще этот альбом не слушал, к своему стыду, еще не слушал, поэтому я ничего еще не могу сказать, еще не готов. Но вот я уже говорил сегодня, что фольклор в современной обработке, это время ушло, это было 80-е, 70-е годы. Зачем нам опять этим заниматься? Надо вперед идти. Сейчас другие жанры появляются. Сейчас вот этим надо заниматься. А фольклор, он должен быть, какой он был. Вот так. У нас нету записей фольклора, нету студийных записей. Ибраим Ипекчиев, сколько вот у него юбилей недавно был, у него ни одной студийной записи нету. Ну как так? А это мастер своего дела. Вот покойный Энвер Шерфединов, другие вот тоже. Нужны студийные записи на народных инструментах, чтобы сопровождение было. Фольклор, он должен быть таким. Вот. А эстрадные вот это все. Кстати, аранжировки тоже. Вот то, что мы в Эфсане играли, пели, аранжировки не изменились. Они, принцип и остов остался. Вот до сих пор там Ешельки 7, там Севдем Сыны песни вот делают, они такой же, ну возьмите, измените аранжировки, по-другому сделать. Нет, не делают. Это еще то, что в Эфсане было. Али, да, вот все. Да. То, что Дев тоже, Дев, кстати, вот Дев сделали ансамбль, ну, сняли аранжировку эфсаневскую, мою аранжировку, а написали аранжировка, другое имя там написано. Он, оказывается, на студии аранжировку сделал. Он снял мою аранжировку. Он просто записал ее. Аранжировка моя, а там другое имя значится. В общем, я считаю, что фольклор должен быть в таком виде, как он родился, как он зарождался. В национальном стиле, да, должно быть, достояние, да. Çok sağ olunuz. Эдип ага, о чем вам сегодня хочется петь? Обо всем, обо всем. И о тех проблемах, которые вот сейчас мы вот сидим, разговариваем. И с чего я начинал, вот «Любовь к Крыму», песни о наших городах, о нашей земле. Песни для молодежи, это хип-хоп, R&B. У меня, кстати, такие... Вот сейчас у меня студия, вот я рекламу сделал, студия Эдипа Бахтисарайля. Я хочу на молодежь тоже работать. Вот. У меня есть примеры и хип-хоп, и R&B, там какие еще современные все есть. Но все, опора идет на татарскую музыку, на татарскость. Вот здесь. Татарская мелодия, татарские слова, но жанр, там, хип-хоп, R&B, еще что-то. Вот. В этом направлении надо работать. Другие тоже направления тоже хочется. То есть там балеты, крупные формы, симфонии. У меня есть моя студенческая работа, концерт для фортепиано с оркестром. У меня мечта, чтобы он прозвучал. Ну вот была бы сейчас национальная студия, я бы его записал бы там.
с нашим оркестром, с нашими музыкантами замечательно. То есть работа должна и идет в разных жанрах. То есть крупная форма, мелкая форма, там, песни, колыбельные, там у меня колыбельные есть, детские песни я вот сейчас начал делать. То есть для внуков я готовлю детские песни тоже. Это было, как говорят, это был мир Сервера Какуры одно время, он занимался. Но сейчас у меня вот внуки маленькие есть, я вот начал этим тоже. Кстати, для маленьких детей еще сложнее писать песни, потому что у них своя специфика вот в этом жанре. И опер, все может сей-табла. Вот я же говорю, если есть аппаратура, помещение, спонсоры, все можно сделать, потому что знания у нас накоплены есть. Все это можно притворить. Эдип аға да бір мұсафырымыз суал бермеге істей, бuyurыңыз. Sağ ol Edip Efendi. Sağ olun herkes gelgenler ve daha gelip olmaganlar. Bizim halkımız tüklensin. Mına bu özümüzün yırların eşitip, oyunların eşitip gururlansın. Men sizin yazgan türkülerinizin, yırlarınızın kumirim diyeceğim. Pek seviyorum. Sağ olun. Sağ olun. Mına bu Baksaray aralıkları, mına bu особенно bir yırladınız. Kırım Tatarım men degen yer. Ana onu dinlegende terilerim çımır çımır yaptı, kollarım ablen koterildi. Endi özüm bildireyim, men adım Ayder. Men 38 yıl demir yol MPS SSR'de hizmet ettim. Endi 17 yıl pensiyadam şunda. Bu kasabanı житель olamıştı. Уже почти 40 yıl. Айтacağım, mına bu bizim camimiz kurulacak vaktinde çok çekiştik. Yer vermediler. Son bir şeyler açılgan vaktinde priziv çıktı. Davay anu camiге herkes bir rakuşkadan koşulayık. Men de endi mına bu şunda çıktı. Mında mesele Госкомнадзор, devlet, akçı ayırmay. Bizim развитие, bu студияға, например. Teklifim öyle. Давайте kenede bir счет açılsın. Bu koşulgan studiyalar, bu ведущий studiyaların içinde номерлерін айтсын. Belki herkes bir kümüşten berse Голому рубашка дейler Ruslarda. Onun için men teklifim öyle. Endi kayda açılmaz. Özümüzün aramızda bankerler de var, buhalterler de var. Hani endi ular kol koterip kuşulmak gerek. Mına bu açılsa bir счет официальный, какой-то студия, назовем его Крым-Татарский фольклорный студия. Может быть так. А может по-другому, вопрос не в этом. Вот. Ну, сама ячейка должна создаваться на основе денег. Денег нет, ничего не будет. Я так понимаю. Поэтому мен teklifim ana böyle. Çok sağ olun Ayder ağa. Edip ağa, ne ayta bilesiniz bu teklif hakkında? Ну, сама студия стоит очень дорого, поэтому даже народ, я думаю, не потянется. Это нужна государственная поддержка. Потому что там еще зарплаты, там если 8-10 человек будут работать, каждый месяц зарплаты, это там другие расходы параллельные будут. Я, конечно, не менеджер, вот у нас менеджер Ильзара Ханым, вот, но она прекрасно эти дела знает, что там очень крупные суммы нужны, и это нужно, чтобы государственная поддержка была. Только тогда будет какое-то развитие, что-то получится. Эдип аға, сіз өз еріңізді ерладыңыз ма? Вот как артист, исполнитель, вы спели свою песню, либо вы еще в поисках? Ну, у меня есть очень много материала сейчас, которые очень не хочется, чтобы прозвучали.
И я думаю, что они будут тоже, ну, я не могу, понимаете, вот все мои песни, это как дети. Как я могу одну больше любить, одну меньше? Они же все мои дети. Вот. Ну, есть у меня песни, есть задумки такие, что вот у меня у самого аж волосы дыбом на руках встают, когда я думаю, как я это как спою, как это воспримут люди. Но я уже заранее я уверен в успехе этих песен. Например, это Сабалар Хаир, когда наши звезды будут петь. Мне Ирвин Бекиров написал такие замечательные слова. Там вот второй куплет, там «Кавенің хош қоқысы эревден келе. Біздерде бір саба башлана ойле». Это вот как бы говорит о нашем народе. Вот 2 строчки, но это как много говорит. Как много говорит. И припев там Сабалар Хаир, вот, Крым, Сабалар Хаир, миллетом там. И представьте, это все наши звезды, если это все споют, каждый по строчке. Это помните, такой хит был «Замыкая круг» еще в советское время. Вот такой образ я хочу создать. Вот потом у меня есть Яланди Дунья. Вот. Ну, вроде на эту тему много песен. Ну, вот мой Яланди Дунья, там такая красивая мелодия. Вот, ну и получается, я хвалюсь, извините. Вот текст примерно готов, вот тоже хочется ее протворить. Потом я по жизни, всю жизнь, я как одинокий волк. Одинокий волк. Я сам зарабатываю, сам трачу, там песни сочиняю, сам на студии трачу. В общем, когда спонсоры есть, мне помогают. Вот как бы песенная автобиография, что ли, хочу. «Ялгыз Бора», такое название у меня есть. Хочу эту песню. Потом, не знаю, слышали вы, наверное, песня, сейчас же, как она, «Кёртали». «Кёртали» тоже мне она очень нравится. Там, ну, песня о дружбе. «Душманымдан қорқа едім, дост мені сатты». 2 строчки, ну как, сколько смысла в этом. Это в жизни у нас же очень много таких примеров. Что у тебя друзья, на которых ты надеешься, которых ты любишь, вот, а они предают. А ты боишься все время врагов, что они тебе сзади спины или подножку дадут, или кинжал в тебя самое. А тут все наоборот получается. «Душманымдан қорқа едім, дос мені сатты». Вот на таких контрастах тоже может такие прекрасные вещи делать. Эдип аға, мен әмінім ки бір язған еріңіз кенеде хит olur, кенеде yüreklerimizге тоқыныр, ләкин сізін «Миллетім» адлы ері енді халқымыздың 2-ші гимніне чеверілді. Біз епіміз оны sevеміз, біз епіміз оны ешткенде ерлаймыз, теңлеріміз тітрейве шымды де. Келіңіз, бұл еріні біздер үшін icra етіңіз, лütfen. Milletim, ben senin balanım milletim. Sen kısmetim, insafım benim ve kuvvetim. Nasıl dülbersin, dülbersin, dülbersin. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Dinim anımda benim milletim. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Dinim anımda benim milletim. Milletim, def yürekli batır milletim. Bin selamlar sana, benim bitmez hürmetim. Nasıl dülbersin, dülbersin, dülbersin. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin. Dinim anımda benim milletim. Sensin, benim kanımda sensin. Benim canımda sensin.
dinim hanımda benim milletim. Milletim bin asırlı, sen tespih gibi çekip geldin. Kırım Tatar ulu adını sen bütün dünyaya bildirdin. Ant ettim ben, söz verdim ben, millet için can vermeye. Korup durup milletimi, yaşını silmeye. Ant ettim ben, söz verdim ben, millet için can vermeye. Korup durup milletimi, koz yaşını silmeye. Sağ olunuz saygılı dostlar, sağ olunuz. Sağ olunuz. Gelgeniniz için, olganınız için. Sağ olunuz. Biz da sağlıklaşmayıq, Sağ olun. saygılı dostlar. Sözünü Karadeniz Production stüdyasının müdiri Elzara İslamova ve müdür muavini Lilya Hanım Bucurova'ya veremiz. Buyurunuz. Sağ olun. Çok sağ olun Recep Bey. Yüreğiniz dolu bugün. Я слушала вас и думала, какая же это ответственность быть певцом своего времени. Вот Севилья в самом начале говорила, мы с вашими песнями вспоминали Крым, возвращались в Крым, дома строили. Смотрели, как наши дети и внуки делали первые шаги на родной земле. Все с вашими песнями. Это огромная честь, но огромная ответственность. И спасибо вам большое за то, с каким достоинством вы несете эту ответственность. Сау олun. Дебей. Постоянно ловила себя на мысли, что как мы по вам чрезвычайно соскучились. По вашему такому бархатистому, теплому голосу, по вашим глубоким словам в песнях, по музыке, которая, с одной стороны, так обволакивает теплотой, и с другой стороны, она просто поднимает дух. Хочется взять, идти, делать в пользу, на благо нашему красивому, богатому, мощному народу. Вы знаете, я думаю, что ни одно поколение, вообще редко, когда надеется на какое-либо государство. Мы просто берем и делаем. Поэтому если у наших уважаемых артистов есть желание, приходите, мы вместе сядем, подумаем и обязательно сделаем все сами. У нас очень активный народ, и есть очень много неравнодушных людей, бизнесменов, деятельных, общественных деятелей, которые тоже хотят поучаствовать в хорошем деле и сохранить наследие нашего народа, сохранить идентичность нашего народа, хочет его развития и прогресса. Поэтому келiniz, buyurunuz. Sizge çok sağ olun. Tabii sağlık, uzun gidiyor, devam getireceğimiz. Sağ olun. Большое спасибо, что вы есть. Вы первые, вы лучшие. Лиля, я еще раз напоминаю, когда мы с тобой сядем и одну песню, хотя бы одну песню, это уже 30 лет, хочется создать, да, хочется сделать хорошее. Ты хороший поэт, я более-менее композитор. Вот, что-нибудь получится. Да. Кстати, у меня есть песни на украинском языке. Çok sağ Все olun. можно İnşallah. делать. Saygılı dostlar, kelginiz için, iştirak etkeniz için, olganınız için
Büyükten büyük teşekkür sizlerге, hepinizге ayrı. Sizni қолдарыңызды öpeyim, sizni kucaklайым. Siz benim seyircimsiniz. Siz benim dinleyiciler, мухлислерим. Да, ну мухлислерим, я не знаю, может здесь фанатов моих нету. Вот. Все, что я делаю, это для вас. Все, что я творю, я хочу, чтобы вы слушали хорошую музыку, чтобы вы слышали хорошие тексты, чтобы были хорошие аранжировки, чтобы вы всегда какие-то домашние мероприятия или концерты, чтобы, слушая эти песни, чтобы эти песни вас вдохновляли, чтобы на что-то наталкивали, на что-то, чем-то помогали. Спасибо, что вы есть. Sağ olun sayın dostlar. Sağ olun. Edip ağa, da bizde mına Arsen ağa Alçıkov otura bir şey aytmağa isteyğel. Bağışlanız, men görmedim. Buyurunuz. Men siz mында toplanған esas istidat xadimleri, istidat vekilleri. Yani milletimizin Rusça aytқанда творческое поколение. Meni aklıma ne keldi? Çocukların Ukrayna'daki bir Zoşa vekilleri kelgende mında görüşümüz aytaq da biz o'zi paytaxtımızın satıp aldık. Siz Kırım'ın ne satıp almayız degende men aytdım da dedim siz bütün dünyanın paranın tutkan vekilleriniz bütün dünyadasınız. Biz o kadar değilmiz. Ne için dedi? Sizde de milyarderler, milyonerler çok. Mana men için mında böyle bir-iki teklifler olgan gibi oldu. Böyle bir tane fond yapıp da bizim o adamların celp etmege. Mana bu sizin tворческая группа degen gibi. Böyle şeyge nasıl bakarsınız? Ne için degende bana o kadar verdi, bu kadar verdi. Ne centralizованный bir tane fond olup bütün dünya bu işe nemetsen koşulsun. Evet bugün var yarın yok. Bizim de hükümetimiz olur, devletimiz olur. İnşallah onun yaşayık hepimiz. No bu şeyini yapmağa işte böyle bir teklifim vardı. Pek yaxşı teklif. Lakin bilesizmi, men aytdim edi, men menejer değilim, men böyle şeylerden uğraşmam, men bilmeyim. Men o'zimning ishimni yaxshi yapam, tirisham. Mana Dilaver Osmonovda, Seyit ablada o'zimizni ishlarimizni yaxshi yapamiz. Bizga kerak mana böyle bilmeyim, menejer, mana bu akçılar toplamamın yoksa başka işlerini yapma, mana böyle adam kerak. Bizni yardım etmege. Evet, eğer bir şeyini toplanıp laf etmeye mülkün, laf etmeye mülkün. Çok sağ olunuz Arsen ağa, Arsen Alçıkov milli iştirakçımız. Çok sağ olunuz. Edip ağa, çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Sizge sönmez icadi ilham tileyimiz ve elbette ki da çoktan çok halkımızın yaşayışını göstergen, halkımızın yüreğine dokungan yıllar doksun da çok yıllar devamında bizlerini kuvandırınız. Çok sağ olunuz. Sağ olun sayın dostlar. Tırışarmız. Hayallarımız var. İsteklerimiz çok. Tırışarmız, bir şeyler yaparmız. Ve da yaxşı görüşülerde mana böyle Allah kısmet etsin de bizge toplanmağa, laf etmege, yırlamağa, dinlemege. Sağ olun. Hürmetli misafirler, Edip ağanın yanına gelip hem de foto çekebilirsiniz. Gelgeniz için çok sağ olunuz. QTV YouTube kanalında bizlerini seyretken seyircilerimizge, içtimai ağlarımızda seyretken seyircilerimizge teşekkürler bildiremiz. Görüşkence.